Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Спутник ВИ доступен в Синопе. Министр здравоохранения Эдуард Будбок посетил новый пункт вакцинации в Сухуми. Реабилитационный центр теперь есть и в Гагарском районе. Пресс-конференции директора благотворительного центра «Мы вместе» Миланы Аджба. Успех, ставший традицией, студенты экономического факультета Абхазского государственного университета заняли 3-е место в ходе 6-й международной студенческой олимпиады по истории экономического учения. Срочная новость. Правоохранители сообщают. В 17:40 часов в дежурную часть МВД поступило сообщение о стрельбе в городе Сухум. Выездом на место происшествия установлено, что у дома номер 6 по улице Имама Шамиля в результате произведенных выстрелов ранен гражданин Ардзенба Кемал Надаревич, 75-го года рождения. Будучи доставленным в ЦРБ, Ардзенба скончался. На месте преступления работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия. По приказу министра внутренних дел Дмитрия Дбар личный состав МВД, УВД по городу Сухум и районных отделов внутренних дел поднят по команде «Тревога». Произведено перекрытие выездов из города Сухум, посты ДПС Мачара, Приморский и Бамбора. Усиленно оперативным составом УВД объявлен план перехват. Принимаются оперативные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. Продолжается официальный визит президента Абхазии в Сирию. Как сообщает пресс-служба главы государства, 17 мая состоялась встреча президента Республики Абхазия Аслана Бжани с премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнус. Глава государства поблагодарил за радушный прием, который сирийская сторона оказала делегации Абхазии. Вчера состоялась встреча с президентом Сирии господином Башаром Асадом. Она прошла в содержательной, дружественной обстановке. Мы обсудили ряд вопросов, имеющих общий интерес. Как отмечалось накануне, на встрече с главой государства пришло время перейти в практическую плоскость. Этим мы и займемся в рамках межправительственной комиссии. Рад личному знакомству с вами. Я, в свою очередь, вне всякого сомнения, буду прилагать максимум усилий для налаживания экономических контактов, сказала Аслан Бжани. Президент Абхазии, премьер-министр Сирии Хусейн Арнус приветствовали начало работы Абхазо-сирийской межправительственной комиссии. В приветственной речи в Совете министров президент Аслан Бжани, в частности, сказал: «Позвольте поздравить нас всех с началом работы Абхазо-сирийской межправительственной комиссии. Это имеет огромное значение для развития отношений между нашими государствами, у которых имеется большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, таких как экономика, сельское хозяйство, туризм, наука, культура и спорт». Уже подписано немало межгосударственных документов, базовым из которых является договор о дружбе и сотрудничестве между республиками. Сформирована Абхазо-сирийская межправительственная комиссия, которая призвана наполнить конкретным содержанием достигнутые договоренности. Абхазская сторона заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества и готова активно включиться в работу. Мною даны необходимые поручения сопредседателю от абхазской стороны госпоже Озган и другим членам делегации. Уверен, что результаты работы комиссии будут способствовать реализации конкретных взаимовыгодных проектов. Желаю участникам заседания плодотворной работы на благо народов Абхазии и Сирии. Участники межправкомиссии детально обсудили практическую реализацию сотрудничества в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства. По итогам работы комиссии были подписаны соглашения о сотрудничестве между Министерствами экономики Абхазии и Сирии и Министерствами туризма двух стран. Глава Абхазстроя отчитался о текущих проектах строительства и восстановления. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел рабочую встречу с генеральным директором государственной компании «Апснергылара» Русланом Тванба, который выделил наиболее значимые заказы. Это строительство Ткварчалской ЦРБ и водопровод в городе Сухум.
Согласно докладу, работы в Ткварчалской больнице завершены. Идет подготовка к сдаче объекта. Что касается Сухумского водопровода, то его запуск планируется осуществить досрочно в середине лета 2021 года. Кроме того, в рамках встречи были затронуты вопросы реализации отдельных поручений по капитальному и фрагментному ремонту зданий учреждений Министерства культуры и здравоохранения. Александр Анкваб поручил подходить к составлению проектно-сметной документации с упором на качество и долговечность материала. К сожалению, из-за беспечного отношения руководителей на объектах не так давно эксплуатируемых многое пришло в непригодность. Из-за плохого обращения и несвоевременного реагирования на проблемы выходят из строя дорогостоящие системы и техническое оснащение зданий. Есть примеры варварского отношения к имуществу. Нам с вами предстоит такие проблемы по мере возможности решать, сказал Александр Анкваб Руслану Тванба. Вопросы технического состояния зданий, помещений, наиболее значимого оборудования учреждений подведомственных Минкульту премьер-министр Александр Анкваб обсудил в ходе рабочей встречи с министром и заместителем министра культуры Гудиса Аграба и Динарой Смыр. Гудис Аграба рассказал о том, что ведомство поступательно обрабатывает обращения учреждений, в зданиях которых необходимость частичного или капитального ремонта мешает творческим процессам, репетициям, выступлениям и так далее. Согласно результатам встречи, к вопросам оказания поддержки ремонтных мероприятий Минкульт будет подходить при поддержке правительства. Глава правительства поручил руководству министерства совершить поездки по домам культуры в районах республики, порекомендовал усилить меры управления и взаимодействия с подведомственными и профильными учреждениями. Далее были затронуты вопросы плана мероприятий министерства, реализации проектов с учетом санитарно-эпидемиологических мер и антиковидных ограничений. О научной деятельности Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии и предлагаемых учреждением программах развития сельхозотрасли шла речь в ходе встречи премьер-министра Александра Анкваб с генеральным директором института Лёсиком Айба. Айба рассказал, что научные сотрудники института разрабатывают специфические технологии производства киви, хурмы, фейхоа без химобработки. Заинтересованы также завозом винограда для дальнейшего размножения. Уже размножены, привиты и сертифицированы 20 тысяч саженцев винограда. По его словам, борьба с мраморным клопом побудила институт формировать профессиональные кадры. За время борьбы с вредителем в вузах России обучились специалисты. Также сотрудники института сохраняют и дополняют коллекцию культур, произрастающих в Абхазии. Айба обратил внимание на то, что, по его мнению, развитие растениеводства Абхазии невозможно без полноценного питомника саженцев. Он также отметил, что институтом ведутся переговоры и с частным инвестором, заинтересованным в закладке цитрусовых садов с использованием возможностей абхазского питомника. Александр Анкваб пожелал руководителю института успехов в многосторонней работе. Спутник ВИ доступен и в Синопе. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил новый пункт вакцинации в Сухуме. Первый открылся на базе первой городской поликлиники, второй в Синопе, в третьей поликлинике. Это медучреждение охватывает около 10 тысяч горожан, проживающих в районе от Красного моста до Агу. В первый же день на вакцинацию в Синопе пришли более 20 человек. Подробнее Надежда Боровикова. В третьей городской поликлинике, которая расположена в Синопе, открылся второй в Сухуме пункт вакцинации от коронавируса. В первый же день пришли более 20 человек, в основном пенсионеры, сотрудники физико-технического института. Ознакомиться с ходом вакцинации приехал и министр здравоохранения Эдуард Будба. Предлагается пациенту памятка о том, что сегодня будет сделан первый компонент вакцины и второй компонент 7 июня. Спустя 21 день. На 21 Спасибо, день. да. Чтобы весь регламент действий мы просто Вот измеряем сатурацию, правильно соблюдем, да? Все необходимые и мероприятия. давление. Спасибо вам огромное. Не болейте. Ирина Кирюшина, сотрудница СФТИ, давно ждала возможности сделать прививку. То есть сегодня первый день вакцинируются. Мы работаем в институте физико-техническом. У нас очень много желающих. Все прекрасно понимают, что это нужно делать. Прежде всего,
Общение. Сейчас ограничено общение. Тоже по возрастному у нас многие сотрудники не ходят на работу, потому что боятся заразиться, потому что очень трудное лечение, последствия, конечно, очень сложно. Еще самое важное, все-таки в Абхазии сейчас ожидается большой приток отдыхающих, тоже очень опасно, и надоели уже эти маски. Вакцина «Спутник Ви» завезена в количестве 6500 доз. За первые 6 дней сделать прививку успели более 100 человек. Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии Института экспериментальной патологии и терапии Алиса Матуа рассказала о происхождении вакцины и почему она безопасна. Еще 5 лет тому назад Институтом Гамалея была создана вакцина от вируса Эбола, которая также состоит из аденовирусов 26 и 5 типа. В случае создания вакцины от COVID-19 вся платформа была взята с предыдущей вакцины, которая уже 5 лет используется здравоохранением России, и не только России, в качестве вакцины от вируса Эбола. Ни одного серьезного зафиксированного случая серьезных побочных действий против той вакцины зафиксировано не было. Руководство и сотрудники поликлиники провели экскурсию для Эдуарда Будба по медучреждению, которое находится в плачевном состоянии и требует ремонта. Поделиться впечатлениями от увиденного министр не захотел, отвечал только на вопросы, касающиеся вакцинации. Посмотрели готовность, посмотрели, как люди работают, посмотрели, как в условиях хранения, логистики и так далее. Все эти параметры будут соблюдены, я вас очень уверяю. На всех этапах будет контроль, и контроль соблюдается, начиная от того, как хранится вакцина, дальше логистические перемещения вакцины и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что вакцина качественна и безопасна, есть ряд противопоказаний. Причины могут быть это высокое давление, сахарный диабет. И если есть, наверное, те, которые связаны сердечно-сосудистые, пневмония, которая выражена. Сотрудница СФТИ Нанулит Кибучава только что получила первую дозу вакцины. Вторую по плану нужно будет сделать через 21 день. Чувствует себя прекрасно. Поликлинику не покидает, как и положено, в первые 30 минут после прививки. 30 минут, чтобы мы посидели, не мочили 3 дня, в солнце не ходить, все. Это моя воля, да. Я даже хотела выехать из России, чтобы себя перечить других окружающих. Вакцинация проходит по предварительной записи. Все прививки хранятся в холодильном оборудовании на складах Министерства здравоохранения. После того, как список желающих сформирован, медсестра получает строго то количество вакцин, которое указано в списке на день. Надежда Боровикова, Торник Камичва, Абаза ТВ. Между тем, согласно сообщению оперативного штаба, за 17 мая тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 279 пациентов. Диагноз COVID-19 подтвержден у 45 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 051 человек. Зарегистрировано 226 летальных случаев, выздоровели 14 031 человек. Обстановка в Грузии. Драка, переросшая в межэтническое столкновение. Около 3 десятков человек, вооруженных битами и дубинками, приняли участие в массовой драке между местными этническими азербайджанцами и переселенцами из Сванети в Дманисе. Конфликт начался на бытовой почве еще 16 мая в восточном регионе Грузии, Квемо-Картле. Ситуация обострилась на следующий день. В акции приняли участие сотни местных граждан. Сразу установить порядок властям Грузии не удалось. О том, как все начиналось, в обзоре Виолы Барганджи. На этих кадрах, снятых на камеру наружного видеонаблюдения, отчетливо видно, как одна группа людей в очевидном нежелании решать проблему без агрессии начнет безжалостную драку. Как потом расскажут местные жители, как напишут в СМИ, разборку с избиением и разбиванием витрин кувалдами начали местные сваны с этническими азербайджанцами. Конфликт, который в последующем будет иметь продолжительный масштабный эффект, начался 16 мая примерно в 5 часов вечера в восточном регионе Грузии Квемо-Картле. А причиной ему стала банальная и, казалось бы, несерьезная причина. Владелец одного из магазинов просто отказался отпускать пиво в долг. В свою очередь, клиент, затаив обиду, решает наказать хозяина. Каким образом, видно на этих кадрах.
Сегодня этот конфликт, возникший, казалось бы, на почве простой бытовой ссоры, многие назовут межнациональным. По словам местных жителей, между двумя общинами не все гладко уже многие десятилетия. Населенный пункт Дманиси в регионе Квему-Картли ранее преимущественно населяли азербайджанцы. Однако более 30 лет назад грузинские власти из зон экологических бедствий переселили туда тысячи жителей Сванетии. Сегодня их так и называют – экомигранты из Сванетии. Сильное обострение ситуации можно было наблюдать уже на следующий день. В беспорядках, которые начались в городе с утра, приняло участие несколько сотен человек. Главная цель такого митинга, в котором в большей степени участвовали этнические азербайджанцы, добиться извинений и наказания лиц, устроивших массовую драку и разгромивших магазин. Ситуация накалилась после того, как к немирной акции присоединилась и вторая сторона конфликта. Решить его сотрудникам правоохранительных органов, как видно на видео, не удается. Взять ситуацию под определенный контроль удалось только после введения дополнительных сил и приезда в Дманиси глав МВД и СГБ Грузии. Однако приезд властей и разрешение ситуации большинство представителей оппозиционных партий и правозащитных неправительственных организаций называют запоздалыми и неадекватными. Сам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гамилаури признается, что с учетом быстрого роста количества митингующих местных сил оказалось недостаточно. Кроме того, глава ведомства назвал врагами Грузии тех, кто называет ситуацию конфликтом на почве этнических отношений. На сегодняшний день, как пишут местные СМИ, конфликт исчерпан, а стороны пришли к примирению. По факту столкновений задержанных нет. Точное число пострадавших среди местного населения неизвестно. МВД Грузии сообщила только о 3 пострадавших полицейских. Какое продолжение будет иметь конфликт, пока неизвестно. Несмотря на снятие обострения, в Дманиси продолжают оставаться дополнительные силы полиции. Виола Барганджа, Абазатова. Сообщение правоохранителей в связи с распространяемой в абхазском сегменте социальных сетей информацией по факту смерти жителя Ачимчирского района Анри Попава. МВД Абхазии доводит до сведения общественности, что телефонное сообщение об обнаружении трупа мужчины в селе Бчара поступило в УВД по Галскому району в 15:30 часов 2 мая текущего года. Выездом на место происшествия оперативной группы было установлено, что погибшим является временно проживающий по данному адресу уроженец Ачимчирского района Попава Анри Сосоевич, 92 года рождения, который работал преподавателем в школе села Бчара. Осмотром места происшествия с участием медицинского работника и следователя районной прокуратуры на шее Анри Попава была обнаружена странгуляционная борозда. Следы насилия на его теле зафиксированы не были. После проведения неотложных следственных действий материалы были направлены в прокуратуру Галского района для организации процессуальной проверки на предмет установления признаков уголовно наказуемого деяния. В настоящее время прокуратурой района продолжается проверка в соответствии с требованиями статей 143 и 144 УПК Республики Абхазия. В рамках проверки назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза на предмет установления причины смерти Анри Попава и по другим интересующим следствие вопросам. Экскурсионные автобусы будут въезжать в Абхазию по упрощенной процедуре. Минтуризма Абхазии призвала все организации, занимающиеся экскурсионной деятельностью, руководствоваться в работе распоряжением президента Аслана Бжани от 13 мая. Согласно распоряжению, на 9-й отдел Государственной службы охраны Абхазии возлагается ряд обязанностей. В частности, для ускорения пограничного и таможенного контроля разрешить движение транспорта, перевозящего туристов и экскурсантов по полосе, выделенной для спецтранспорта. Обязательным требованием является присутствие в автобусах и микроавтобусах с организационными группами туристов, сотрудников 7-го отдела Госслужбы охраны, прикрепленного в качестве сопровождающего. Автотранспорт с туристами досматривать вне очереди, допуская досмотр в салоне автотранспорта без высадки пассажиров. При этом отмечается, что все сопровождающие лица, гиды должны иметь при себе списки туристов, сопровождающих их лиц, водителей с приложением копий паспортов.
Государственной инспекции Абхазии по карантину растений на территории республики не был зафиксирован калифорнийский цветочный трипс, рассказал спутник сотрудник службы Анзор Вартагава. По его словам, о том, что в партии клубники из Абхазии был найден трипс, сотрудники госинспекции узнали лишь через СМИ. Очень сложно сказать, откуда появился этот вредитель, потому что мы ни разу его не видели в партиях клубники, которые продают. Говорят, его нашли в партии, которая выращивалась в Гале. Завтра мы поедем в Гал и попытаемся сделать проверку в местах, где выращивают ягоду. На границе стоят наши специалисты. Непонятно, как мимо них прошла партия такой клубники, объяснил он. Напомним, партию клубники из Абхазии общим весом 0,5 тонны запретили ввозить в Сочи после прохождения фитосанитарного контроля. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в партии абхазской клубники западный калифорнийский цветочный трипс. Внимание! Посольство России в Абхазии сообщает, в пятницу 21 мая по техническим причинам консульский отдел посольства будет закрыт. Реабилитационный центр теперь есть и в Гагарском районе. На площадке Ассоциации работников СМИ Абхазии сегодня состоялась пресс-конференция директора благотворительного центра «Мы вместе» Миланы Аджба. Она рассказала об идее создания центра и пути ее воплощения в жизнь. Слово Элеоноре Гилаян. Милане Аджбе 23 года. По ее словам, именно собственный опыт лег в основу желания и решения открыть в родном районе реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. Так как я сама с ограниченными возможностями, я лечилась в Сухумском реабилитационном центре несколько лет и видела, как сложно людям с ОВЗ приезжать в Сухум на реабилитацию, потому что в Гагринском районе не было реабилитационных центров. В Гагринском районе 285 людей с ОВЗ. В Цандрипше 64, где мы сейчас открыли реабилитационный центр. И сейчас им намного легче укреплять свое здоровье и социально интегрировать в общество. Центр «Мы вместе» открылся 3 месяца назад в Цандрипше. Специалисты центра, а именно 4 реабилитолога, помогают людям с инвалидностью в реабилитации и социальной адаптации. Все это стало возможным благодаря финансовой поддержке ПРООН. Я написала проект, который поддержал ПРООН. Они финансируют. Благодаря финансированию открылся реабилитационный центр. У нас в центре проводят реабилитацию реабилитологи. У нас есть кабинет лечебной физкультуры, массажа, психолога. Также мы перераспределяем технические средства реабилитации от тех, кому они не нужны, тем, кому они необходимы. Социальная интеграция людей с ОВЗ. И мы обучаем волонтеров правилам взаимодействия с людьми с ОВЗ, как правильно с ними общаться, чтобы социально интегрировать в общество. Государственное участие в работе центра тоже есть. Администрация безвозмездно выделила помещение. Сама Милана Аджба видит большую важность в инклюзивности. Обращаясь к родителям детей с особенностями и к самим людям с ОВЗ, говорит следующее. Все ограничения только в нашей голове, и не нужно себя ни в чем ограничивать. Вы такие же полноценные люди. Сейчас в центре занимаются 40 человек, из которых 15 – дети. Однако, по словам Миланы, при благоприятном развитии центра и эти возможности учреждения смогут вырасти. Элеонора Гилаян, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ. 18 мая, в Международный день музеев, в Абхазии состоялась уже ставшая традиционной акция «Ночь в музее». В этом году свои двери откроют 3 музея. Абхазский государственный музей, литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулия, музей боевой славы имени Владислава Арденба. Каждый музей представит свою программу, пройдут презентации новых экспонатов, викторины, концерты. В Абхазии «Ночь в музее» проводится уже 7 лет. Цель акции – привлечь внимание людей к музейной деятельности, сохранению исторической памяти и приобщению молодежи к непроходящим ценностям культуры. Акция «Ночь в музее» помогает привлечь самую широкую аудиторию. Музей Абхазии к этому дню подготовили интересные экспозиции, которые сложно увидеть в другое время. К этому дню приурочены короткие видеоистории об уникальных экспонатах музеев. زیرا شما از خاطر سکو آخوشتم. خیش هردرز حتاخوب
на Лукаша абрай хаму музея экспонат ари хчинчтула пей башра язгуб яраяд халап мрагылра я фронтахна ай башрам таза эчканига загуб тельфин ирмаз апсуа ирак ижбот яра анапираква ануб ари апирак музея яхзайгет ай башра ветеран ахра голландия яра ягуб талан танжаз ехепиам тазы абра ичканы яхамуб абас епшиго экспозиция. Ижбот ариавираджу харнапынуп ктола ялца зачкунша урт рхыпхьадзара кынпи ирацразыны рхакурцет апсадгилазы абриабирак тара позиция же дельфин ехтаза позиция же тамщи ктола ирхаджу убра итаны абриабирак убра пуштых касирымын айбешрын созамтазы инейны абриабирак ягуцны абас епш атулбауны айбешрейцон фырхаца рылаги ядрыпшит рхы абры авираджи ижбот рыхец пануп убырти нарылук аша игоп агуб дельфин команда гацав Игорь Сечина ярат тахет в феврале жух парзы пшини жаха шуксарзы яровбас ажилара акарткуаным япырга жух по феврале зы дара за жаба адут за збаз Леон и орден за нашо мазац нария и набги авраянуп тарай бзиан рхы адрыпшит айбешра цунацы мрагыларат я фронтаджы ахензы назазу рыхц дара за харакны иршон а команда газараджги айбешраги яйрала чимшира инейна нас ингур инейна басыпш абриабирак рымын рхы адрыпшит. Успех, ставший традицией, студенты экономического факультета Абхазского государственного университета заняли 3-е место в ходе 6-й международной студенческой олимпиады по истории экономического учения. Интеллектуальное соревнование ежегодно устраивает Московский финансовый университет при правительстве Российской Федерации. О том, чем запомнилась жюри команды из Абхазии и чей вопрос удивил докторов экономических наук, расскажет Анастасия Никонова. С 2016 года студенты экономического факультета Абхазского госуниверситета ежегодно принимают участие в Международной студенческой олимпиаде по истории экономического учения. Организатором интеллектуального соревнования выступает Московский финансовый университет при правительстве Российской Федерации. В прошлом году абхазские студенты заняли почетное 3-е место. В этом успех повторился. Молодые экономисты вновь приехали с бронзой. Мы готовились к Олимпиаде долго и плодотворно. Конечно, было волнительно выступить хуже результатов предыдущих лет, потому что наш университет принимает участие в данной Олимпиаде с 2016 года и всегда были высокие и достойные результаты. Однако, несмотря на то, что в этом году у нас была одна из самых молодых команд за всю историю этой Олимпиады, мы смогли показать себя наилучшим образом. И даже несмотря на то, что мы заняли 3-е место, представители университета в МГУ, Высшей школы экономики говорили то, что мы были лучшими, а признание соперников дорогого стоит. Абхазская команда состояла из 10 студентов 2-го, 3-го и 4-го курсов экономического факультета. Капитан команды Эсма Герзмава, которая, по словам участников Олимпиады, смело и ярко принимала решения и контролировала эмоции ребят в ходе интеллектуальной борьбы. Было очень интересно. Это большой опыт для нас всех, который мы запомним надолго. Хотелось бы выразить благодарность всему Абхазскому государственному университету, ректору Абхазского государственного университета в лице Олега Алексеевича Гварами, нашего декана экономического факультета Еву Константиновну Узган, также наш тренерский состав, это Александр Страничкин Александр Викторович, Адли Анна Валерьевна, которые помогали нам, готовили нас к этому мероприятию. Именно благодаря ним нам удалось занять это место. Также хотелось бы выразить благодарность всему преподавательскому коллективу нашего Абхазского государственного университета, также участникам команды, благодаря которым также получилось занять это место. Готовили студентов к Олимпиаде Анна Адлиба и Александр Страничкин. Как рассказывает экономист, подготовка проходила активно. Ребята изучали специализированную литературу и соревновались в знаниях на время. Залогом успеха это была подготовка в следующем. Это те учебники, которые были рекомендованы для подготовки к Олимпиаде, там, соответственно, тесты, которые были заложены. И, конечно, надо было знать сам учебник. И работа проходила следующим образом. Студенты готовили ответы на тесты,
Они их потом мы их проверяли. Но в целом команда, я считаю, что подтвердила свой уровень, потому что мы до этого 3 раза третье место брали. Могу сказать, что можно, конечно, и лучше. Глава Департамента экономической теории Московского финансового университета при правительстве Российской Федерации Яков Ядгаров сегодня находится в Абхазии. Он входил в состав жюри Международной олимпиады. По его словам, абхазские студенты ежегодно достойно представляют свою страну на интеллектуальных соревнованиях. Ниже призового места никогда Абхазский госуниверситет не завоевывал. Не ниже 2-3 места. Это очень почетно, очень похвально. Самая яркая команда во все годы. И в этом году, в частности, в финальной части команда задала такой вопрос, связанный с инвестициями. И нужно было в черном ящике определить, что же находится в этом ящике, что обусловливает успех или не в полной мере успех того или иного государства в хозяйственной жизни. И каково же было удивление всех и вся, особенно жюри, когда в черном ящике оказалось абхазское вино, и ответ-то был абсолютно понятный и приемлемый. Ответ сводился к тому, что инвестиции должны быть тоже, как и вино, высокого качества, выдержанными. Поздравить студентов с бронзой собрался весь профессорско-преподавательский состав во главе с деканом экономического факультета Евой Узган. По ее словам, молодые экономисты показали высокий результат. И ежегодно наши ребята занимали призовые места, достойно представляли наш университет на международной площадке. И в этом году наши ребята показали достаточно высокий результат и стали призерами 6-й международной научной студенческой олимпиады по истории экономических учений. Участники олимпиады отмечают, что им есть куда стремиться. И в следующем году они постараются привезти в Абхазский госуниверситет золотую медаль Международной экономической олимпиады. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. О планах набора абитуриентов из выпускников абазинских школ рассказал нашей редакции декан филологического факультета АГУ, председатель комитета по науке, образованию и культуре при парламенте Республики Абхазия Батал Хагуш. Об этом в нашей традиционной рубрике «Ам-Шахтыс» после выпуска новостей. Культурные анонсы. 19 мая на сцене Абхазской государственной филармонии в 19 часов состоится первый сольный концерт Альдоны Цко и Нукзара Какали в качестве солистов, Астанда Джикерба – фортепиано. 25 и 26 мая Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступит в Абхазской государственной филармонии. Выступление ансамбля танца имени Моисеева состоится в рамках плана культурного сотрудничества Абхазии и России. – 25 и 26 мая в рамках культурного сотрудничества «Абхазия-Россия-2021» в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба состоится концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Художественный руководитель, народная артистка России Елена Щербакова. Начало концерта в 18:30. Билеты продаются в кассах филармонии. В завершении выпуска о погоде. В среду, 19 апреля, в Абхазии переменная облачность. Днем временами дождь, местами возможна гроза. Температура воздуха ночью 16, днем до плюс 23. Температура морской воды 16. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи.